С давних времен на территориях, что относятся к современной Удмуртии, жили бессермяне – сельский, трудолюбивый народ с уникальной культурой. Несмотря на то, что с 30-х годов прошлого века и вплоть до распада Советского Союза их не выделяли как отдельную национальность, а причисляли к татарам или удмуртам, бессермяне сумели сохранить свои традиции и язык. А какая же она, жизнь на бессермянской стороне, на протяжении 5 серий проекта разбираются наши ведущие Роман и Максим. Роман, сегодня день особенный. В гости к бессермянам едет целая медиаэкспедиция. А значит, самое время показать, чему ты здесь научился, и попробовать самому приготовить балем. Помнишь, которым тебя угощали, когда в Орцу приехал? Бессерман, пожусмез, куди снимачке балем. Сейчас мы с тобой приготовим балем. Вот у нас творог, яйца куриные, соль, сахар. Значит, сейчас возьмем 3 яйца, разобьем их и взболтаем эти яйца. Ты умеешь разбивать яйца? Нет. Вот смотри. Блюдо это у бессермян можно встретить часто. Им встречают гостей, угощают на праздниках, готовят на поминки. А все потому, что вкусно, быстро и приготовить может даже ребенок. Пока же балем подходит, самое время послушать крежи. Белеревен генену, аяле потем кырджалу. Желергене, верай волгене, эгене верайлу, эгене верай валу. Познакомилась я с бессермянской культурой в годы обучения в Республиканском музыкальном училище на отделении народного хора. И наш первый национальный курс возглавлял Андрей Николаевич Поздеев. И любовь к напевам без слов привил именно мой учитель. И в это невозможно не влюбиться, и если влюбляешься, то на всю жизнь. Так, ну вот, испекли мы балем. Будем теперь его пробовать. Я тоже попробую. Еще горячий. Получилось очень вкусно. Как омлет, да? Да. Буду готовить дома. Я уже 2 года занимаюсь как изучением родословной. Начинала я со своих бабушек, дедушек. Я заглянула в интернет, искала о дедушке моем информацию, где он воевал во время Великой Отечественной войны. И просто неожиданно, случайно для себя наткнулась на метрические книги. И сколько родственников вы нашли в этих книгах? Подожди, сейчас я тебе покажу. Больше узнать об обычаях бессермян можно из первого бессермянского календаря. Его презентовали общественности 21 февраля 2022 года. Также с традициями и бытом бессермян можно познакомиться в музее-заповеднике Лударвай. Бессермянскую усадьбу здесь открыли в 2021 году. Сами постройки привезли из нескольких населенных пунктов. Баню, хлев и мастерскую из деревни Абашево, а жилой дом, ворота и киноз, летнее жилище, из села Юнда Болезинского района. И именно в Юнде сегодня встречают участников медиаэкспедиции нашего проекта. Среди них школьники, студенты, этноактивисты из Сарапула и Ижевска. Здесь буречка за мной шьет. Здравствуйте, дорогие гости. Такая традиция у бессермян, что вот они раньше своим деткам, чтобы их не сглазили, и завязывали вот такие красные ниточки. Проходите, гости дорогие! А слышали ли вы, что такое Чарчиен Куасам?
А слово «калига» вам тоже не встречалось? Тогда самое время для кулинарного мастер-класса. Сами приготовим и сами потом попробуем. Калига – незаслуженно забытая нами брюква, а чарчиен-круассан – аппетитные бисермянские пирожки. Вот увидите, какая красота получится. А пока пекутся, давайте заглянем в местный музей. Размещен музей в здании бывшего сельсовета. Обладает немалой коллекцией костюмов, предметов быта и старинных фотографий. Первых посетителей музей принял в мае 1990 года. Много сил и души в его создание вложила известный болезинский краевед Ангелина Петровна Урасинова. Крещ – это моя душа, мое состояние души. Это он мне помогает, когда мне грустно или когда мне скучно. Я вливаюсь в напев, забываю про все, пропеваю его, открываю глаза и иду дальше. Надежда Сидорова не только лучше всех исполняет крещи, но и учит этому подрастающее поколение. Ее ансамбль Чингыли, или как его ласково в районе называют чингылята, дорогие гости на любом местном празднике. Нас всего 16 человек. Мы, кстати, начинаем учить крещи. С детьми это по-другому. Маленькими шагами, через игру, через какие-то вот приемы мы с ними начинаем запоминать мотивы бисермянских и юндинских крещей. А гости-то, похоже, уже и сами в бисермян превращаются. И крещи напевать начали, и костюмы белые праздничные на них сидят, как влитые. А в этом наряде бисермянской невесты девицу уже и замуж выдавать можно. Давайте тогда разучим для праздника местную юндинскую кадриль. После такой насыщенной программы и пирожки с калигой, и каша с мясом кажутся еще вкуснее. Ну а наши ведущие Роман и Максим уже успели встретиться, ведь вместе с гостями бисермянской стороны им тоже пора возвращаться домой. Вот и подошел к концу наш проект. Я надеюсь, что вместе с нами вы смогли погрузиться в мир бисермянских традиций. Но мы с вами не прощаемся, ведь вокруг столько интересного. До новых встреч! Нам, ребята, с вами тоже было интересно. Но в гостеприимных бисермянских деревнях и селах, где мы побывали этим летом, навсегда останется частичка нашей души и любви к этому доброму и трудолюбивому малочисленному народу России.